Вы смотрите новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем расскажем в этом выпуске. Обрушение кровли в школе Арского района. Жалко, конечно. Вот столько лет собирались, столько лет работали. Разбирался в деталях произошедшего и где теперь учатся дети, расскажет Салават Мухаммадуллян. Горячая пора у промышленных альпинистов. Пока они стоят, мы скидывать не можем снег. То есть хозяев чаще всего не найти. Что мешает очищать снег с казанских крыш, выяснила Юлия Гоголева. Под пристальным вниманием наши акушерки и врачи, они ежедневно обзванивают наших беременных, узнают об их самочувствии. Как беременным сохранить свое здоровье во время пандемии? Рекомендации врачей у Вероники Валентиновой. Курс на рекордный урожай. Примерно на один трактор у нас на ремонт уходит неделю, наверное. Готова ли республика к посевной кампании? Вести с полей у Натальи Мезиной. Прокуратура начала проверку по факту обрушения крыши начальной школы в Арском районе. Напомним, ЧП произошло накануне. В момент обрушения детей в здании не было. Сегодня школьники поехали учиться в соседнее село. Из здания сейчас вывозят парты, доски, шкафы и все, что осталось целым. Районная комиссия решает вопрос о сносе аварийного здания, которому уже более полувека. Что будет с детьми и учителями и почему школу не закрыли раньше? Ведь нарушения были выявлены еще 1 марта. Разбирался Салават Мухаммадуллян. Едем учиться в школу Новый Кине. Давайте, заходите. Ранний подъем и вместо прогулки до школы 4 километра на автобусе. Таким выдалось утро у вчерашних учеников Сюрдинской начальной школы. Детей в срочном порядке перевели в другую школу. Учительница приехала вместе с ними. Книги вы дома лежали или со школы взяли? Со школы взяла. Да. Утром или вчера уже сходили? Вчера собрала. Там оборудование все, компьютеры, ноутбуки. Все это надо забрать. Еще вчера дети учились в этом кабинете в школе села Сюрда. Уроки были до полудня, а уже в 16:55 здесь обрушилась кровля и ушла одна из стен. Находиться в школе сейчас опасно. Сегодня с 7 утра отсюда начали вывозить книги и мебель. В примыкающем к школе здании находился детский сад. Сегодня здесь тоже нет воспитанников. Они будут ходить в детский сад в Новом Кинере. Жалко, конечно. Вот столько лет собирались, столько лет работали. По крупицам, как говорится, собирали. Жалко, конечно. Что поделаешь. Здание построили больше полувека назад. О том, что оно находится в плачевном состоянии, знали, говорит директор школы. 1 марта здесь прошла проверка по пожарной безопасности, и тогда было указано на целый ряд нарушений. Замечания были по деревянным потолкам, дверям, пищеблоку. У пожарной сигнализации вышел срок годности. После этого я предложил родителям перевести детей в Новокинерскую школу. Директор нам предоставил протокол родительского собрания от 2 марта. Здесь сказано следующее. Проверяющие заметили трещины на стене. Здание 1971 года постройки. Поэтому директор предложил родителям организовать подвоз детей в Новокинерскую СОШ с нового учебного года. Родители были против предложенного варианта и решили оставить детей обучаться в Сюрдинской школе. Такого же мнения, судя по этому документу, придерживались и родители малышей из детского сада. Иду я забирать внучку, и прямо передо мной крыша школы обрушилась. Я сразу побежала за детьми, всех вывели. Но мы до этого, конечно, были против переезда в другой детсад и в другую школу. Они же еще маленькие. Зачем им каждый день туда-сюда ездить? Теперь выбора уже нет. В исполкоме района будет рассмотрен вопрос о сносе здания из-за его аварийности. На сегодняшний день официальная оценка состояния здания не проведена пока еще. Но, скорее всего, здание подлежит сносу. Готовность школ к учебному году проверяется ежегодно. К сожалению, в ходе проверки к данному учебному году не было выявлено такое нарушение, такое состояние здания. Получается, объект к началу нового учебного года принимали в августе. Кто и как это сделал, если через 6 месяцев крыша просто сложилась, а стена ушла? Кто сейчас за это в ответе? Конструкции пришли в негодность. В настоящее время прокуратура Арского района проводится проверка. Будут выяснены все обстоятельства
Тем временем дети уже точно переезжают в соседнюю школу. До нее от села Сюрда всего 4 километра. Это 8 минут на школьном автобусе. До конца учебного года дети будут учиться в таком же составе. А дальше их разделят по возрасту и классам. Мне очень нравится в этой школе. Она большая, красивая. А если с той сравнить? Здесь больше. Не скучаешь по той школе? Скучаю. Хорошая, очень красивая. Мне нравится. Это школа? Да. А если сравнить с той? Это лучше. Только по счастливой случайности трагедии удалось избежать. Мы будем следить за развитием этой истории. Салават Мухаммадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Арский район. Горячая пора началась у работников коммунальных служб. Днем температура все чаще плюсовая, значит, вероятность схода снежных шапок и наледи с крыш очень высока. За то, что вовремя не убирали снег с кровли, наказали 140 организаций. Это и управляющие компании, школы, и МФЦ, и даже банки. Между тем, размер штрафа достигает 500 000 рублей. Что мешает альпинистам очищать крыши? Ответы у Юлии Гоголевой. Подожди. Еще раз. Жди пока. На очистку крыш промышленные альпинисты выходят с рацией. Команду выдержать паузы подает напарник снизу. Из подъезда то и дело выходят люди. С самого начала января мы практически каждый день здесь и что-нибудь чистим. Снега сыпет много, его постоянно надо убирать. Но даже при всем желании это получается не всегда. Мешает транспорт во дворе. Жители этого дома еще вчера предупредили о том, что сегодня у них будут очищать кровлю. Но, как видим, далеко не все из них убрали припаркованные во дворе автомобили. Хозяев чаще всего не найти. И получается, что большую часть времени занимает как раз вот проблема их разогнать. С проблемой сталкиваются и в новых жилых комплексах, и в старых городских дворах. Здесь, правда, еще одна головная боль – несанкционированные козырьки балконов. По закону очищать их должны сами жители, но об этом, видимо, знают не все. За примером далеко ходить не нужно. Улица Латышских Стрелков. Снежные шапки нависают прямо над тротуаром. Чистым мы не оставляем. Это все равно опасно оставлять. Все равно нас будут винить. Столь бдительные мастера есть не везде. До некоторых домов альпинисты пока и вовсе не добрались. Поэтому, чтобы не попасть в больницу, лучше обходить опасные места. Очень опасно. Тем более вот здесь вот у нас гимназия, детишки иногда вроде и сделают ограждение, все равно они вот пытаются проскочить. И все время шли. Даже сама иногда кликаю: куда ты идешь? В ближайшую неделю температура днем местами поднимется до +4. Ночью по-прежнему морозно, в среднем до -10. В четверг снова выпадет снег, ожидается и метель. Такие перепады температур провоцируют сход наледи. Дневные часы, когда солнышко высокое уже, весеннее, да, и подтаивает хорошо. Вот. Есть, конечно, вероятность того, что вот эти вот огромные глыбы льда, снега, то, что вот на крыше скопилось, они могут, да, подтаивать и падать. 12 марта подобное уже случилось в Петрозаводске. Трагедия унесла жизнь мужчины, который стоял у подъезда. А чуть раньше от схода наледи с крыши погиб житель Башкирии. Юлия Гоголева, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Мировым соглашением может закончиться дело об убийстве 38-летней женщины в Кайбетском районе. Напомним, о страшной трагедии мы рассказывали в декабре прошлого года. Глава Кулангинского сельского поселения застрелил женщину, приняв ее за лису. В отношении Фидаиля Нигматзянова было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сегодня Кайбетский районный суд приступил к рассмотрению дела. Родственники погибшей ходатайствовали о примирении сторон, несмотря на то, что ранее требовали самого сурового наказания. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы. Правительство России изменит механизм формирования цен на бензин и дизтопливо. Накануне мы рассказывали, как подорожал бензин за последний год. И на уровне федерального центра принято решение поддержки нефтепроизводителей и потребителей. Нововведения вступят в силу с 1 мая этого года. О них объявил вице-премьер России Александр Новак. Скорректирован будет так называемый бемпфер – мера сдерживания изменений стоимости топлива в стране. Так, если цена на топливо на мировом рынке выше, чем в России, то из бюджета нефтяники получают компенсацию, в обмен на которую они не повышают цены на бензин в стране. В Татарстане сейчас 22 беременные женщины с подтвержденным коронавирусом. Все они находятся под наблюдением врачей. Акушеры-гинекологи республики советуют привиться от ковид окружению будущей мамы. Работает и специальный ресурсный центр, который ежедневно проводит мониторинг их состояния. Какие рекомендации дают медики, расскажет Вероника Гайнудинова.
Лисан Шарафуддинова готовится стать мамой во второй раз. Первому ребенку уже 5 лет, а вот вторая беременность пришлась на пандемию. Чтобы обезопасить себя и малыша, нужно соблюдать стандартные рекомендации. Носить маску, чаще мыть руки и не посещать общественные места. Даже в аптеку ходят другие члены семьи. Они такие же требования соблюдают, масочный режим, потому что не только от меня зависит мое здоровье и здоровье будущего ребенка. К беременным в пандемию пристальное внимание. В женских консультациях сейчас полноценный прием. Врачи говорят, будущие мамы нуждаются в интенсивном наблюдении. Наши акушерки и врачи, они ежедневно обзванивают наших беременных, узнают об их самочувствии, их окружения. Моешь руки, споласкиваешь горло, нос, если какие-то там симптомы. Сразу, по рекомендации обращаться к врачу. Самолечением я стараюсь не заниматься. Лучше обратиться за врачебной помощью, чтобы все было под контролем, тем более в таком положении, как у нас. Как сохранить здоровье будущим мамам в пандемию, рассказали сегодня акушеры-гинекологи. Медики республики сталкивались с очень тяжелыми формами ковида у беременных. В прошлом году от коронавируса умерли 5 женщин в положении. Все пациенты, безусловно, они поступали на поздних уже срок. Они занимались самолечением. Некоторые даже члены семьи не верили, что есть такая инфекция, пандемия. Они просто думали, что простуда, насморк, незначительное повышение температуры. Но, увы, у нас были случаи, когда беременные пациенты с КТ-1 за 2 часа спускались до КТ-3. Сейчас в Казани работает ресурсный центр по мониторингу беременных, где специалисты ежедневно следят за состоянием заболевших ОРВИ и коронавирусом. По словам врачей, для женщин в положении вирус более заразен и опасен, поэтому лучше предотвратить инфицирование, чем бороться с ним. Женщины, которые планируют беременность, обязательно должны привиться. Они уже привитыми от ковида должны входить в эту беременность. Сегодня мы можем сказать, что за 3 месяца до наступления беременности это входит в программу прегравидарной подготовки. Уже беременным и кормящим мамам прививаться нельзя. Вот окружению беременной женщины акушеры-гинекологи советуют сделать вакцину, чтобы обезопасить будущую маму с малышом. Вероника Гайнудинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. В Татарстане задержан главврач филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Буинском, Дрожжановском, Апастовском районах. Это уже второе уголовное дело по ведомству за последний год. В чем подозревают чиновника, читайте в эксклюзивном материале интернет-газеты «Реальное время». В Госдуму внесен законопроект о праве усыплять бездомных животных. От возвращения на волю после стерилизации предлагают полностью отказаться. Так предлагают изменить закон, вступивший в силу 1 января 2020-го, и который вызвал немало нареканий. По всей стране, в том числе в Татарстане, стаи бродячих собак нападают на людей. Десятки жалоб в надзорные ведомства. Теперь же руководству субъектов страны хотят дать право самостоятельно выбирать методы регулирования популяции бездомных животных. Как считают авторы инициативы, существующий порядок неэффективен и легализует явление бездомности. До начала посевной у аграриев остается месяц. Машинно-тракторный парк готов на 90%. В этом году на ремонт и подготовку техники республика выделила 1 миллиард 700 миллионов рублей. В целом стоимость посевной оценивают в 28 миллиардов. С какими проблемами сталкиваются механизаторы на финишной прямой, расскажет Наталья Мизина. Работа в этих мастерских кипит с ноября прошлого года. После уборочной время посевной. А значит, первым делом надо восстановить технику. В поля выйдут, как только сойдет снег. После обеда уже колеса будут ставить инде. В агрофирме села Казанбаш 20 единиц техники. Готовность 99%. Механизаторы ремонтируют последнюю тройку тракторов. Тракторы они могут работать месяц, может работать 2 месяца. А ремонт уходит неделю, наверное. Здесь дают вторую жизнь деталям как отечественного, так и импортного производства. У нас сейчас цены подорожали очень сильно. Мы со своей командой договорились с существующей нашей техникой бережно относиться. Транжирить невозможно. Им в помощь республиканская программа 70/30. По ней агрофирма может купить трактор российского производства и получить компенсацию. Это треть стоимости. В том году поддержкой воспользовались 564 хозяйства. А это уже новинка сезона 2021 – опрыскиватель Барс. Только за один проезд он может захватить ширину 26 метров, тем самым защитить посевы
либо от вредителей и сорняков. Но пока техника, конечно, находится за забором, под охраной, потому что его стоимость достигает 12 миллионов рублей. Корсинские аграрии готовы на 100%. В этом сезоне курс на высокий урожай ячменя, гороха, пшеницы и кукурузы. Но коррективы вносит погода. Попозже выйдем, потому что вот в прошлом году, где-то 22 марта мы уже начали подкормку этих озимых. В этом году нет, пока снега много. Но выйти в поля планируют в третью декаду апреля, как и все аграрии республики. Сейчас посевные комплексы полностью готовы в 9 районах. На обновление техники в текущем году из регионального бюджета выделена господдержка в размере 1,7 миллиардов рублей. Это позволит обновить парк техники не менее чем на 2000 единиц. Ставим задачу по оснащению техники спутниками системы навигации, контроля высева и расход топлива. В Татарстане до начала посевной надо успеть восстановить еще 840 тракторов. Наталья Мезина, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Арский район. Рустам Минниханов занял первое место в рейтинге устойчивости глав регионов Приволжского федерального округа. Президент республики опередил главу Чувашии Олега Николаева, глав Пермского края Дмитрия Махонина и Пензенской области Ивана Белозерцева. Рейтинг составлен коммуникационным холдингом «Минченко Консалтинг». Его аналитики отмечают, что Рустам Минниханов обладает уникальным позиционированием. Под его управлением находятся большие проекты. В региональном отделении партии «Единая Россия» готовы к приему документов от кандидатов, желающих участвовать в праймерис. Об этом сегодня заявили на первом заседании оргкомитета по предварительному голосованию. Регистрация продлится до 29 апреля. Кандидаты должны быть старше 21 года, постоянно проживать в России, не иметь гражданства других государств, судимости и иностранных активов. Также они не могут являться членами других политических партий. Праймерис пройдет с 24 по 30 мая. В течение недели татарстанцы смогут голосовать онлайн. А 30 мая состоится очное голосование на участках. По всей республике их 560. Это доступ, это возможность посмотреть на кандидатов через политическую партию «Единая Россия», достойных людей выдвинуть для участия на предстоящих выборах 19 сентября текущего года депутатам Государственной Думы 8-го созыва. Казань готовится принять главное венчурное событие страны. 7 и 8 апреля в столице республики пройдет Российский венчурный форум. Масштабное событие с участием зарубежных гостей должно было состояться еще в прошлом году, однако из-за пандемии его отложили. Сейчас на форум ждут около 3000 гостей. Они соберутся в Казань-Экспо. Также будут организованы онлайн-трансляции и выступления. Сейчас объем венчурного рынка России оценивается в $700 миллионов. Наиболее быстро развивается и находит отклик у инвесторов инновационные разработки в сфере IT и биотехнологий. На форуме инвесторам представят и ряд стартапов, которые смогут получить финансирование для своего развития. Из пула стартапов, которые будут регистрироваться, мы ежегодно собираемся отобрать до 6 проектов по программе «Идеи 1000». И они смогут рассчитывать на грант до 3 миллионов рублей. И еще до 10 проектов со всех регионов будут отобраны для участия в программе акселерации. В рамках данной программы акселерации они получат до 5 миллионов рублей финансирования. И мы снова обращаемся к вам за помощью. Перед тем, как показать сюжет, просим приготовить лист бумаги и ручку или мобильный телефон, чтобы сфотографировать информацию. Галине и Ярославу Денисовым очень нужна помощь. 10 марта пожар забрал у них все, оставив лишь обугленные стены квартиры. К счастью, тогда Галина, мама Ярослава, смогла вынести сына-инвалида из квартиры и оказать ему первую помощь. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Мама верит, сын выкарабкается. К этому моменту нужно привести в порядок жилье. Как можно помочь семье, расскажет Алия Хайрудинова. Открывая квартиру, на меня сразу повалил черный дым. Здесь было вообще ничего не видно. Даже. Тот день Галина помнит поминутно. Ровно на 1 час и 10 минут ей пришлось оставить сына одного, чтобы сходить к стоматологу. В черном дыму на ощупь она нашла его на полу кухни. Ярослав уже был без сознания. Я его стала вытаскивать, я даже не видела за что. То есть как бы я его вытянула вот до сюда, уже нащупав голову, за подмышки схватила и потащила в коридор. Дальше искусственное дыхание, первый вдох и вызов экстренных служб. Первыми приехали пожарные, после скорая. Подростка отвезли в ДРКБ.
Буквально несколько дней назад здесь стояла парта, стеллаж с учебными принадлежностями 14-летнего Ярослава. По словам пожарных, все началось здесь. Короткое замыкание в электропроводке привело к открытому возгоранию. В квартире не было автономных пожарных извещателей. Их просто не установили. По словам Галины Денисовой, представители соцзащиты объяснили им, что еще в мае прошлого года никого не застали дома. Выйти из задымленной квартиры самостоятельно Ярослав не мог. ДЦП, аутизм, эпилепсия, нарушение моторики – диагнозы, которые с ним с рождения. Уже 5 лет он живет с нейростимулятором. Состояние ребенка было очень тяжелым. Прежде всего, за счет отравления угарным газом тяжелой степени. До сих пор в мокроте отмечаются элементы сажи. На сегодняшний момент можно сказать, что динамика положительная. Есть элементы пробуждения, он выводится из состояния медикаментозного сна. Есть добрые люди, которые привозят для Ярослава подгузники. Помогает семье больше 10 лет благотворительный фонд «Аль-Пари». Вот и сейчас открыт сбор в помощь семье Денисовых. Сейчас нужны строительные материалы, а после – средства на реабилитацию. Во время пожара пострадали и тренажеры Ярослава. Мы искали волонтеров и людей, готовых пожертвовать строительные мешки, респираторы, метелки, для того, чтобы это все убрать и полностью подготовить ее уже к ремонту. Любую сумму можно перечислить по номеру банковской карты мамы Ярослава. У Галины Денисовой нет возможности работать, поскольку сын нуждается в постоянном уходе. Его папа ушел из семьи, когда Ярославу едва исполнилось 2 года. Сейчас женщину приютили родственники. Она верит, ее сын придет в сознание, а врачи сделают все, чтобы он вернулся домой. И к этому моменту нужно успеть с ремонтом квартиры. Алия Хайрудинова, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Главные участники флешмоба – кони. 400 лошадей татарской породы стали звездами интернета. Фермер из Лениногорского района научил их не только правильно двигаться, но и привил им патриотизм. К каким хитростям пришлось прибегнуть заводчику коней, чтобы организовать необычный флешмоб, расскажет Филюза Хамидуллина. Вот так засыпаем все буквы. 10 мешков овса на 400 коней. Выбрали поле и каждый день выпускали табун на выгул. К флешмобу начали готовиться за неделю. Сначала расчистили снег трактором, нарисовали буквы. Потом уже за неделю до этого самого флешмоба приучали лошадей именно к овсу. По буквам рассыпали, и они вставали как надо. 4 огромные буквы, которые вместе образуют слово «Олга» – «Вперед». Главные участники необычного флешмоба, кони татарской породы, были совсем не против. Тем более за вкусный бонус в виде овса. Татарская порода лошадей отличается своей выносливостью и небольшим ростом. Они могут проходить до 100 километров в день и сами себе добывать еду. Но овес – их самая любимая еда, говорит фермер. Это и стало приманкой для флешмоба. Подобный флешмоб фермер Фарид Набиуллин увидел в интернете и с тех пор мечтал воплотить идею в жизнь. И обязательно хотел составить слово «Олга» как девиз всей жизни. Чтобы это было по-татарски, во-первых. Лошади наши, поэтому и стилистика должна сохраняться тоже наша. Потому что это наша культура, это наши традиции. Несмотря ни на какие преграды, мы должны идти вперед вместе с развивающимся миром. Конный двор Фарида Набиуллина – один из крупнейших в Татарстане. Основан 10 лет назад. Своих первых коней заводчик привез из Башкирии и Челябинской области. Уж очень хотел возродить татарскую породу. Теперь полюбоваться татарскими красавцами приезжают даже из соседних регионов. Всем интересно, как жили татары. Я им все рассказываю. Средневековые какие были, до революции как было. Вот сейчас, вот когда. То, что мы возрождаем свои традиции, свои праздники, байгу, там, да, аударыш, борьба на лошадях. Флешмоб лениногорского фермера пользуется успехом в социальных сетях. Этой весной должны родиться еще 200 жеребят. А значит, можно будет придумать еще более грандиозный флешмоб. Главное – верить в себя и двигаться вперед, считает хозяин татарских коней. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Лениногорский район. Завтра в плей-офф Кубка Гагарина стартует любимейшее зрелище для болельщиков «Зеленое дерби». 2-й год подряд в борьбе за выход в финал Восточной конференции скрестят клюшки Акбарс и Салават Юлаев. В плей-офф клубы пересекались 6 раз за 11 сезонов существования лиги. 4 раза побеждала Казань, 2 раза Уфа. В предвкушении очередных встреч наш эмоциональный заряд хоккеистам Татарстана и болельщикам. Мы, когда хотим, можем победить любую команду.
Хотели выиграть сегодня, делали все для того, чтобы выиграть. У нас безумие какое-то в Уфе. К этой минуте все новости. Всего вам доброго и до встречи. Здравствуйте! На улице пасмурно, скользко, снежные заносы и сугробы. Но природа уже пробуждается. Прилетают первые птицы, солнце светит нежнее. О погоде на 17 марта прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево облачность сохранится. Осадки не ожидаются, небольшой минус на термометрах. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге переменная облачность. Днем всего 0 градусов, а к ночи подморозит до минус 7. Небольшой минус на термометрах в Агрызе, Менделеевске, Актаныше. Тут облачная погода с прояснениями, без осадков. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси, также без осадков, минус 3 днем, ветер по-прежнему порывистый. На юго-западе, в Болгаре, Држаном, Буинске солнце прячется за облаками. Местами пройдет снег, дневная температура минус 2. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше такая же картина. Снега много, солнца мало. Синоптики прогнозируют, что весь март будет сохраняться неустойчивая погода. Потепление сменяется небольшим похолоданием. В четверг вновь ожидаются небольшие осадки. Банкетный зал Тантана – это уникальное пространство для проведения ваших мероприятий. Никахи, юбилеи и бизнес-встречи пройдут в атмосфере красоты и уюта. Блюда в лучших традициях татарской кухни не оставят равнодушными вас и ваших гостей. Тантана – Казанның өр-яңа мәҗлесханәләре, тәмле хәләл ризыклар, милли ашлар, никахлар уздырыр өчен уңайлы урын. В Казани в среду переменная облачность без осадков. Ночью минус 6, днем около 2 градусов ниже нуля. Ветер юго-восточный, умеренный до сильного. Атмосферное давление в пределах нормы, влажность воздуха 76%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и оставайтесь на нашем канале.